Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 25 июля, на четверг. Смотрим мы с вами на колоде пасьянс. Все знаки зодиака по очереди. Овны первые. 25 июля, четверг, события дня, Овны. Покажите мне, какие события будут у Овнов. Так, смотрим. Секунду, что-то здесь ничего похожего не видно. Ага, все. Сбивается фокус. Так, первое, что я увидела, это расческа. Расческа — это неприятности. Бокал, застолье. Ножницы, решение вопросов. Ну, здесь два варианта. Смотрите, здесь может быть цветочек, это исполнение желания, а может быть лебедь, верность. Ну, я первым, если честно, цветочек увидела, поэтому оставляю его. Слезы, яблоко. Корону нельзя соединить. Так. Нет, здесь нет, и здесь тоже не вижу совпадений. Получается, у вас 5 событий. Первое показывает, что может быть застолье в этот день. Может быть исполнение желания, решение какого-то вопроса в четверг, это плюсики, а минусики — неприятности, слезы. То есть минус тоже, видите, есть. Карты предупредили, что может произойти какая-то неприятность. Так что вот такая информация для вас, Овны. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Тельцы. Что на мне сбивается? 25 июля. Тельцы, события дня. Тельцы, четверг. Ключик, у вас выпадает первое событие. Прекрасно. Ключ — это все в ваших руках в этот день. Надежда, подсвечник. Все ваши надежды могут быть реализованы по ключу. Любовь. Подарок. Дерево. Солнышко. У вас прям одно событие лучше другого. Так, смотрим сейчас еще горизонталь, вертикаль. Еще есть бабочка. Здесь нет, здесь не вижу. Нет. И нет совпадений. Получается, смотрите, у вас в этот день самый первый ключ. Да, показывает, что все в ваших руках. Вот как вы захотите в этот день, так и будет. Вы, как знаете, как маг с волшебной палочкой. Надежды какие-то на этот день возлагаете. У вас будет приглашение
куда-то пригласят, подарок, хорошее настроение, любовь и деловой разговор, деловое общение с кем-то. Так что вот такой замечательный день. Видите, все события у вас очень хорошие. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу я к близнецам. Близнецы. Двадцать 5 июля. События дня близнецы. Чашка чая. Два сердца. Конверт. Подарок. Дерево нельзя. Подкова. Корона. Ну и, конечно же, проверяем с вами горизонт, горизонталь, вертикаль. Значит, колокольчик еще есть. Мешок с деньгами есть. Здесь нет, и здесь нет карточки. Получается, смотрите, все события хорошие выпали у вас. Событий много, 3, 4, 5, 6, 7, 8 событий, все хорошие. У вас выпадает мешок с деньгами, но это не обязательно поступление, там могут быть какие-то покупки в этот день тоже. Иногда показывают расходы, но при этом мы что-то покупаем себе. Гости, может быть, траты на гостей, любовь, подарки, траты на подарки, получение информации, новостей, то есть получение чего-то будет, что-то будете получать в этот день. Пустые разговоры, болтовня, удача, везение и общение с какими-то очень важными, влиятельными людьми. Еще по короне. То есть люди, у которых есть какой-то определенный статус уже в жизни. Так что вот такой замечательный день. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Так, раки. 25 июля. Двадцать 5 июля. Смотрим, раки, что у вас? Бабочка. Мешок с деньгами. Подкова. Роза. Весы. Ой.
Корона. Угу. И колодец. Первое негативное событие у вас. Так все было хорошо, надо было этому колодцу выпасть. Болезнь нельзя соединить. И здесь нет. Получается, смотрите, деловой разговор может быть в четверг. Какие-то финансовые вопросы, поступление денег, либо какие-то расходы, траты могут быть. Какие-то вопросы решаться с финансами. Счастье, удача, везение. Сложный выбор, два варианта. Свидание, приятная встреча. Общение с влиятельным человеком. Возможно, разговор с влиятельным человеком. И вечером может быть какое-то разочарование, глубокая печаль. С чем связано, непонятно. Но, к сожалению, разочарование тоже может быть. Видите, колодец выпал. Благодарю за внимание и перехожу к львам. Смотрим львы. 25 июля. Львы. События дня. Якорь. Первое событие. Флаг. Цветочек нельзя. Чай. Подарок. Домик. События дома, в семье. День рождения львы. Я поздравляю, если у кого-то выпадает в этот день. Показывает, что у вас будут события, гости и подарки. Так, смотрим теперь, что здесь у нас еще. Нет, нет, нет. Не вижу. Горизонтали, вертикали не нашла. Получается, гости, подарки, события. Ну, может быть, любое событие, не обязательно день рождения, конечно, это любое событие может быть. Победа. Победа, выигрыш, достижение какое-то. Это может быть на работе, там, в учебе и так далее. И якорь показывает, что вы где-то заякоритесь на несколько часов. Может быть, на этом событии проведете много времени. Поэтому вот такой у вас день. Все события хорошие, а самое главное, вас ждет какая-то победа в четверг. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. «25 июля, четверг, Девы». 25 июля, четверг, Девы. Покажите мне события, что будет у Дев. Солнце. Прекрасно. Солнышко будет. Бокал нельзя. Цепь. Подкову нельзя, зато есть еще цветочек.
Вот, видите, хорошее настроение из-за исполнения какого-то желания. Свиток. Оборвалось у меня видео, прошу прощения. Смотрим дальше. Кораблик. Здесь нет. Якорь нельзя соединить. Есть еще метла. И здесь не вижу. Значит, смотрите, получается у вас хорошее настроение будет в четверг и исполнение желания. Ну, возможно, настроение из-за исполнения желания хорошее. Дальше может быть ссора, либо метла еще может показывать уборку, наведение порядков. Деловая встреча может быть, ожидание кого-то или чего-то и нерешенный вопрос. А ну сейчас посмотрим, видите, ножнички разделяет одна карта. То есть как бы вопрос решится скоро, но не в этот день. То есть что-то помешает решению вопроса. Придется подождать решения этого вопроса. Так что в четверг, если вы что-то наметили себе, какие-то дела, то, возможно, в четверг решить не получится, к сожалению. Благодарю за внимание, девы. Перехожу к весам. Смотрим весы. Сейчас, секундочку. Вот так. 25 июля. Весы. 25 июля. Сразу же роза выпадает, свидание. Ну, если не свидание, то какая-то приятная встреча. Солнце нельзя. Якорь. На свидании по якорю можете провести много времени. Нерешенный вопрос, цепь. Ну и проверяем горизонталь и вертикаль еще тоже. Тайная встреча. И месяц еще есть. Получается, у вас в этот день может быть приятная встреча какая-то. По якорю вы на ней проведете как минимум несколько часов, 2-3 часа. Якорь всегда показывает, что мы где-то заякорились, бросили якорь. Дальше будет нерешенный вопрос в этот день. И, скорее всего, что он решится не скоро у вас, потому что, видите, далеко половинки ножниц друг от друга, поэтому решение вопроса еще будет не скоро вот этого. Тайная встреча может быть, возможно, вот эта встреча будет тайной. И месяц показывает, будет событие, которое имеет цикличность и постоянно повторяется с вами. Тоже будет в четверг. Так что вот такие события для вас. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Так, скорпионы. 25 июля. События дня.
Скорпионы. Скорпионы, четверг, 25 июля. Корона. Первое событие. Успех. Венок. Конверт. Корабль. Весы. Бокал. Подкова. Ну, здесь нет. Значит, смотрим. Получается, в этот день общение с каким-то влиятельным человеком. Корона. Дальше. И успех. Возможно, общение принесет вам какой-то успех, результат, достижение, победу. Дальше. Получение. Что-то будете получать. Сложный выбор. Два варианта, и придется выбирать между ними. Застолье. Удача, везение на вашей стороне. Вы везунчик будете в четверг. И ожидание. Так что вот такой день. В принципе, много хороших событий выпало на четверг. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Так, смотрим. Стрельцы. Двадцать 25 июля, четверг, стрельцы. Конверт. Первое, что я увидела, конвертик. Якорь. Второе событие. Цветок. Цветок сегодня прям очень радует. Третий раз, по-моему, выпадает уже. Он очень редко выпадает. И вообще в целом день хороший. Это 25 июля. Практически у каждого знака нет плохих событий. Солнышко нельзя. Так, и здесь нет. Получается, смотрим. У вас всего 3 события я нашла. Первое – это получение. Возможно, будет у вас в четверг что-то будете получать. Какой-то документ, посылку, даже новость. Да, то есть это может быть получение новостей. Дальше исполнится желание ваше в четверг. И якорь показывает, что день может быть такой очень какой-то, знаете, такой статичный, когда полдня вы можете там провести в одном месте, полдня в другом. То есть, когда мало перемещений, мало движения. Так что вот такой очень спокойный день.
Благодарю за внимание и перехожу к козерожкам. Так, козероги, смотрим. 25 июля. 25 июля, четверг. Козероги, события дня. Змея выпадает вам. Первое событие. Ножницы. Так, я так понимаю, что... Ага, да, из-за солнышка вам, наверное, будет плохо видно. Ну, видите, не успела я сегодня до солнышка все сделать. Так. Ну, значит, будете меня слушать. Буду вам рассказывать. Если не видно. Часы. Сейчас, может быть, оно спрячется. Колодец нельзя. Здесь нет, конверт нельзя. Нет, нет. Ключ можно. Ключик можно. Ключик можно. И здесь нет совпадений. Значит, смотрите, что я нашла. Я нашла ножницы. Это решение вопроса. У вас может быть в четверг решится какой-то вопрос. Дальше и ключ выпал. Да, то есть все в ваших руках. Вот все, что вы запланируете, все, что вы захотите, все будет так, как надо. Потому что у вас есть ключик от любых дверей. Дальше удача, ну и плюс еще и подкова. Да, то есть мало того, что удача, везение на вашей стороне, плюс еще и ключ у вас есть. Поэтому, ну, очевидно, что все вопросы будут решаться в вашу пользу. Будильник. Будильник предупреждает о времени. Единственное, да, что вы должны правильно рассчитать это время. Опять же, это зависит от вас. Да, то есть по ключу. Поэтому я думаю, что здесь вы все рассчитаете правильно. Единственный минус, который выпал, это змея. А змея — это всегда завистники. То есть это люди, которые завидуют, которые пытаются всячески съязвить, сказать что-то неприятное. Да, то есть испортить нам настроение от наших достижений, успехов и решения вопросов. Поэтому, ну, куда же без змей. Поэтому общение со змеей тоже будет. Хотя иногда змея показывает просто человека по году рождения, змея там или медик может быть. Так что не всегда это какой-то злой человек. Благодарю за внимание, козероги. Перехожу к водолеям. Водолеи. 25 июля. Водолеи, события дня. Четверг. Смотрим. Колокольчик. Нет у вас событий. Один колокольчик вижу и все. Ага, есть еще бокал. Вообще день хороший вот этот будет. Четверг, 25 июля, такой легкий. Ни у кого нет никаких ни неприятностей, ни проблем, ни обманов, ни хороший день.
Мешок с деньгами еще есть. Так, ну здесь не вижу. Я нашла только 3 события, получается, для вас. Первое событие — это был колокольчик, это пустые разговоры, болтовня. Просто будете с кем-то встретитесь и поболтаете. Может быть, или по телефону можете поболтать. Застолье. Да, вот где-то с кем-то встретились, посидели, поболтали, провели хорошо время, потратили деньги. Потому что мешочек очень часто это именно траты, когда мы тратим, идем в минус. Но обычно это минус на удовольствие. Что-то купили себе вкусненькое, там где-то посидели, оплатили счет и так далее. Поэтому это, скорее всего, расходы, но это приятные расходы. Так что вот такой замечательный день. Все события хорошие. Благодарю за внимание, Водолей. Перехожу к рыбкам. Смотрим рыбы. 25 июля, четверг. События дня. Так, смотрим рыбки. Свиток. Колокольчик. Тайная встреча. Лебедя нельзя. Солнышко есть. Мешок с деньгами нельзя. Здесь нет. Удачу нельзя, к сожалению. Видите, 2 карты зафиксированы. Маска. Ну вот, единственный минус у вас — это маска. Так, хорошо, значит, смотрите, что получается. Выпадает деловая встреча в этот день. Возможно, вы с кем-то будете встречаться. Это будет деловая рабочая встреча. Дальше будут пустые разговоры, болтовня. Хорошее настроение будет у вас в этот день. И также, смотрите, выпадает тайное какое-то свидание, тайная встреча и обман. Поэтому, ну, как бы тут очевидно. Либо вы в тайне... Простите, оборвалось видео. Либо вы в тайне от кого-то будете встречаться, и это будет, да, ваш обман с вашей стороны, либо в тайне будут встречаться от вас, и тогда, получается, вас будут обманывать, потому что и так проиграться. Ну, если вы не собираетесь никого обманывать, то тогда, конечно, вам надо быть начеку. Так что вот такие вот события для вас на четверг. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.